Selam aleyküm kıymetli teleseyirciler. Bu hafta programması evet sizin dikkatinize. Bugün gerçekten de çok önemli vakıyalar. Bütün dünyaya belgilengen bizim halkımızın siyasi yönelişini ve umumen durumumuzla bağlı meselelerini çizgen kurultayının nöbetteki sesiyası olup geçti. Biz sesiya hakkında aytar ekenimiz kurultay yan da bir 15-20 dakika evvelsi öz işini bitirdi. Öz işini bitirdi. Kabul edilen kararlar, kabul edilen ve müzakere edilen meseleler hakkında bizim jurnalistlerimiz acele şekilde mahsus reportajlar hazırlıyorlar. Buna bakmadan en esas müzakere edilen meseleler kurultayda elbette vatandaşlıkla bağlı mesele oldu. Vatandaşlık. Birçok insanlar bu mesele hakkında çeşit fikirdeler. Nasıl etmek gerek? Bizler Ukrayna vatandaşlığından çıkmak gerekmiz mi? Bizler endi mecburi Rusya vatandaşlığını kabul etmeye borçlumuz. Böyle şekilde bizler ne yapmak gerekmiz? İnsanlar çok rahatsızlar. Kimisi okuvda, kimisi tahsilde, kimisi başka bir meselelerde, kimisi vatandaşlığını kabul etuvunda, kimisi birçok meseleler umumen pasporttan bağlı. Vatandaşlık. İşte bu meselelerini dikkat alarak biz bugün stüdyamızga mahsus misafirlerini davet ettik. Bu insanlar sizge belli. Tevfuk Bey Gafarov, belli adliyeci, jurist ve Cemil Bey Temişev, o da vatandaşlık meselelerinin çok yıllar devamında uğraşarlar ve onların da fikirleri, noktayı nazarları bugün de sizlerin dikkatiniz için çok meraklı olur. Ben eminim ki sizler de bu meselede de sizin rahatsızlığa meseleler, sualler çoktur. Lakin biz onların umumileştirip ilerideki daha programmalarımızda da onların etrafında fikir yürüterek. Lakin bugün vatandaşlık bağlı, гражданство. Что из себя будет представлять дальнейшая процедура принятия гражданства или выхода из гражданства Украины? Де-факто, де-юре мы оказались вот в этом формате. С позволения, я начну. Значит, я хотел бы сказать, что фактически мы на сегодняшний день оказались в правовом поле российского государства. Кто-то это признает, кто-то это не признает. Но мы вынуждены считаться уже свершившимся фактом. Как нам быть? Вот, значит, процедурный вопрос. Это же касается каждого человека. 21 марта был принят закон, федеральный закон Российской Федерации, в соответствии с которым Республика Крым и город федерального значения, город Севастополь, вошли в состав Российской Федерации в качестве субъектов. Значит, этот закон предусматривает, в частности, статья 4, что жители Крыма, проживающие на территории до принятия этого закона, получают российское гражданство автоматически. То есть получают гражданство, не выходя из гражданства Украины. Да, совершенно верно. Те, кто хочет отказаться от получения гражданства, должны написать соответствующее заявление. Ну, в дальнейшем, конечно, я думаю, обсудим вопрос о целесообразности написания такого заявления или целесообразности получения этого паспорта. Вот сегодня прошло заседание Курултая крымско-татарского народа. Я уверен, что там тоже неоднократно обсуждался этот вопрос. Скажите, пожалуйста, какие рекомендации, что рекомендует Меджлис сегодня? Ну, смотрите, на Курултае как такого решения принято не было, поскольку вопрос сложный, неоднозначный, и от имени Курултая крымско-татарского народа советовать брать гражданство того или иного государства, как было бы не совсем корректно. В то же время, в принципе, неоднократно данный вопрос рассматривался на заседаниях Меджлиса, и примерно выработана, вот была позиция Рифата ага, Мустафа ага по этому вопросу, позиция следующего характера. На сегодняшний день, фактически, находясь в правовом поле Российской Федерации, как говорил Мустафа ага, мы можем воспринимать данный документ, паспорт гражданина Российской Федерации, как аусвайс. Да? Хотим мы, не хотим, мы должны осуществлять какие-то действия, мы берем паспорт Российской Федерации. Но при этом, согласно того разъяснения Министерства иностранных дел Украины, которое есть, фактически получение российского гражданства без выхода из украинского не означает, что человек утрачивает гражданство Украины. Проще говоря, мы на сегодняшний день можем получить паспорт гражданина Российской Федерации. При этом сдавать украинский паспорт мы не обязаны. Сохраняется у нас и украинское, и российское гражданство. И тут каждый человек должен для себя сделать выбор, гражданином какого государства он хочет быть. Но при этом он должен четко осознавать те последствия, которые будут, если человек откажется от российского гражданства. Вот мы об этом когда говорим, я хочу спросить у вас, вот
как у специалистов. Скажите, пожалуйста, а те люди, которые работают на государственной службе, те люди, которые служат в милиции, плюс к этому очень много людей, которые находятся, то есть у которых связано со службой? Люди, которые работают на госслужбе, тот перечень, о котором вы сказали, должны понимать, что если они откажутся от получения российского гражданства, могут поставить крест на своей карьере. То есть они работать на госслужбе не смогут. Что им делать? Опять же, нельзя давать каких-то конкретных рекомендаций. Я бы сказал лично за себя. В данном случае необходимо думать в первую очередь именно о интересах народа. Каждый государственный служащий защищает не только свои интересы, не только интересы своей семьи, но и интересы своего народа. Если он лишится такой возможности, то я считаю, что потеряет весь народ. Я хотел бы еще добавить, смотрите, ситуация такая. Многих госслужащих заставляют на сегодняшний день отдать украинский паспорт, написать некое заявление о якобы выходе из гражданства и фактически фотографировать непосредственно на местах работы, все оформляют документы для получения российского паспорта. Но все мы должны понимать, что в принципе, да, многих даже из декрета вызывают, сдали люди документы, но они при этом даже понимают, что украинского гражданства они не лишатся, поскольку все эти документы собирает Федеральная миграционная служба Российской Федерации. Лишить украинского гражданства нас, жителей Крыма, граждан Украины, они лишить не могут. Тут может отнестись просто к потере украинского паспорта. Но гражданство при этом человек не лишится. Очень много телезрителей, которые у нас задают вопросы, связанные с теми людьми, которые недавно переехали из Узбекистана, из мест депортации. Как им быть? Смотрите, у нас возникло по работе юридического управления Меджлиса, могу сказать, какие на сегодняшний день проблемы возникли, над которыми работаем. Есть определенная категория граждан, которые недавно переехали с Узбекистана. Для них действовала определенная программа, было соглашение между Узбекистаном и Украиной, можно было получить, как потомки депортированных, на определенных условиях паспорт гражданина Украины. Есть вопросы по людям, которые не успели, которые были прописаны фактически за пределами Крыма. У нас очень много людей в Новоалексеевске, Херсона, каких-то других областях. На сегодняшний день мы над данным вопросом работаем и в ближайшее время постараемся представить какой-то выход из ситуации. Те, кто приехал из Узбекистана, я хочу отметить следующее. Если эти лица уже успели отказаться от украинского гражданства, официально и легально заехали на территорию Украины, согласно того же федерального закона, они считаются лицами без гражданства. Если они в этот момент находились на территории Крыма, фактически они могут получить гражданство Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, это последний вопрос. Каковы последствия тех людей, которые отказались или не хотят получить гражданство Российской Федерации? Хотел бы именно остановиться на последствиях. Что касалось госслужащих, мы это все обсудили. Но кроме этого есть еще пенсионеры, которые должны получать пенсию, студенты, которые могут поступать на бюджетной основе, бесплатно учиться и получать стипендию. Опять же, те же самые госслужащие. Мы должны понимать, что если у человека нет паспорта гражданина государства, в котором он живет, он не может избирать, он не может быть избранным. Соответственно, человек, который будет жить здесь, он будет жить, должен получать вид на жительство. Он должен вначале оформить разрешение на временное проживание, прожить 3 года в Украине, после чего оформлять вид на жительство. Также есть проблема ограничения на владение землей сельхозназначения. То есть иностранцы не могут владеть. То есть я хочу сказать нашим телезрителям, что вопросы, связанные с принятием гражданства, с этой процедурой, хочу сказать, это очень важные вопросы. И плюс к этому у нас очень много будет у телезрителей, у наших постоянных слушателей, зрителей, очень много будет вопросов. И мы обязательно вас, как специалистов и других специалистов, будем приглашать на наши передачи. Плюс к этому будут у нас и руководители министерств, ведомств, которые будут давать обязательно разъяснения и как поступать в тех или иных случаях. У нас в гостях в программе «Буавта» были ведущие юристы Tevfik Gafarov ve Cemil Temishov. Çok sağ olunuz. Bizim programımız devam ediyor. Kıymetli teleseyirciler, sizge malum olğanı gibi elbette bu haftanın içerisinde Rusya'dan kelgen heyet. Bu heyetin içerisinde Muftiler Keneşi'nin, Rusya Muftiler Keneşi'nin yolbaşçısı Ravil Gaynudinov'la beraber kelgen insanlar oldular.
İşte onlarla beraber Kırım'da bir büyük görüşüler, tedbirler ve onlarla beraber Cuma namazında da bizim vatandaşlarımız görüştüler. Bu hafta bizim levhamız. Делегация из Москвы во главе с шейхом Равилем Гайнуддином, председателем Совета муфтиев России, приехала в Крым по приглашению крымского муфтията и при поддержке бизнесмена и мецената Ленура Ислямова. В аэропорту почетных гостей встречали члены Меджлиса, Духовного управления мусульман Крыма и чиновники. Мы рады приветствовать вас. Цель визита ознакомительная. Я хочу услышать от вас, чем мы можем быть полезны в деле защиты интересов и прав верующих, заявил при встрече главный муфти России. Я думаю, мы из первых уст у муфтия и у руководства крымско-татарского меджлиса узнаем их чаяния, их опасения, их надежды, их размышления. Для этого я и приехал. Среди встречающих московских гостей находился и генеральный консул Российской Федерации в Крыму Вячеслав Светличный. Мы очень нуждаемся в вашем авторитетном слове, чтобы внести вот такую успокоительную, такую струю согласия и взаимного понимания как мусульманской общине в целом Крыма, так и между различными конфессиями. Официальная часть встречи российской делегации с руководством Духовного управления мусульман Крыма продлилась более получаса. Муфтии говорили на своих родных языках. Затрагивались вопросы, касающиеся деятельности мусульман в Крыму, тенденции процесса возрождения духовности Крыма. Затем делегация вместе с местным духовенством совершили молитву в мечети Кибер-Джами. События, происходящие в Крыму, шейх Равиль Гайнуддин назвал разыгрыванием геополитической карты мира и борьбой за влияние на международной арене. При этом он призвал крымских татар к спокойствию и подчеркнул, что теперь мусульмане России и Крыма могут относиться друг к другу как соотечественники. Сегодня мы стали соотечественниками, мы стали братьями единого государства. Нас, конечно, не спрашивали, мы не думали, не гадали, но это совершилось. Поэтому на сегодняшний день 20-миллионная мусульманская умма Крыма живут в новых реалиях. Во время визита муфтий Крыма и председатель Совета муфтиев России нашли время провести встречу наедине. Позже они присоединились к общему собранию. Муфтию Крыма Эмирали Аблаеву было тяжело говорить, но он выразил надежду на светлое будущее. Всегда приходится преодолевать трудности, бывают тяжелые времена, но вы должны знать, что самый верный путь – это тот путь, который мы держим, который предписан Всевышним. Мы видели множество испытаний, и эти тоже пройдут. Дай Бог, если рядом с нами будут здоровые, правильные друзья, братья, единомышленники, я уверен, мы пройдем через эти трудности, все преодолеем. У российской делегации остались положительные впечатления о деятельности ДУМК. Гости пожелали дальнейшего процветания, отметив, что существующая база духовного управления достаточно сильна. Ну вот вы уже несколько раз сказали, хорошие дни придут. А мой внутренний голос говорит, ну у нас и так, слава Богу, хорошие дни будут еще лучше. В четверг вечером делегация российского духовенства встретилась с крымско-татарскими бизнесменами, чиновниками, деятелями культуры и науки. В ходе ужина гости познакомились ближе с крымскими татарами, которые, вернувшись в Крым, смогли построить здесь свое будущее. Все выразили желание поддерживать связь между двумя братскими народами. Два народа, историческая судьба была переплетена. И всегда в самые тяжелые времена один народ помогал другому. Второй день пребывания московской делегации в Крыму начался с визита телеканала АТР. Почетные гости посетили главную студию канала и приняли участие в целом ряде теле- и радиопередач. Еще до начала пятничной молитвы делегация успела посетить Симферопольское кладбище Абдал. Там гости ознакомились с комплексом для проведения ритуалов захоронения, построенным при поддержке мецената Ленура Ислямова. Председатель Совета муфтиев России пообещал содействовать скорейшему оформлению этого сооружения. Представители духовенства посетили также могилу Ришата Аметова, которого в начале марта задержали во время стоячего протеста на площади Ленина, а через 2 недели нашли мертвым со следами пыток в лесополосе под Белогорском. Его память почтили молитвой. За мир и процветание на полуострове гости из Москвы помолились уже на джума-намазе. По его окончанию муфтий Крыма Эмирали Аблаев заверил крымчан в том, что никаких переформатирований структуры муфтията не будет. Духовное управление мусульман Крыма будет существовать до тех пор, пока существует крымско-татарский народ. Поэтому у мусульман Крыма не должно быть сомнения, что будут какие-либо изменения в структуре.
Мы выходим из такого вот несколько закрытого, автономного комплекса мусульманских общин. Мы выходим на более широкий простор. Равиль Гайнуддин также встретился с председателем Меджлиса и членами президиума. Стороны обменялись видением ситуации в Крыму и обсудили нынешнее положение мусульман. Мы сегодня обсуждали вопросы, связанные с взаимодействием мусульман Крыма, мусульман России. Мы обговаривали наши ближайшие планы, просветительские, духовные. Мы обсуждали возможности возрождения, восстановления старинных исторических мечетей и других исламских святынь. Московская делегация не обошла своим вниманием и официальную крымскую власть. После Меджлиса был нанесен визит председателю парламента республики Владимиру Константинову. Говорили о необходимости развития духовности и нравственности и о необходимости сотрудничества и взаимодействия между светской властью с муфтиятом Крыма. Уже на заседании Курултая Равиль Гайнуддин заявил, что крымские татары очень мудрый народ и что от их позиции во многом будет зависеть будущее Крыма. Kıymetli teleseyirciler, bizler bu hafta çerçevesinde elbette bugün olup geçken Bahçısaray şehrinde Kırım Tatar halkının növbetteki kurultayı, növbetteki dedim, lakin növbetten tış kurultayının sessiyası olup geçti. Bu vaziyetle bağlı sessiya elbette biz beklenilgen gibi kararlarını müzakere edildi. Çok tarihi emniyetke malik olgan böyle bir kurultay Kennedy Bahçısaray'da geçti. 1917 senesi mında keçken edi kurultay. Numan Çelebican'ın reisliginde. Bugün bu kurultayda kabul edilen kararlarda ve müzakere edilen meselelerde birçok vatandaşlarımızı çok rahatsızlay. Onlar heyecan içinde buluna. Düşünce içinde. Nasıl olacak? Bizim illerdeki takdirimiz nasıl çizilecek? Kırım Tatar halkının kurultayı bizim menfaatımızı ne derecede korçalayabilecek? İşte bu meseleler etrafında elbette bizim jurnalistlerimiz mahsus levhalar hazırladı. ATR televizyon kanalı kun devamında sabahdan başlap saat 10'dan başlap akşamga kadar kurultayının ketişatından sizlerini haberdar etti. Biz bu kurultay hakkında mahsus levha hazırlar ekenimiz stüdyamızga da Kennedy misafirini davet ettik. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azası bununla beraber Bahçısaray Rayon Memuriyeti'nin yol başçısı İlmi Bey Umerov. Hoş geldiniz. Sağ olun Şevket Bey. Bahçısaray'daki tarihi hadisenin elbette siz çıkışta bulunğanda bütün milletvekillerini, delegatlarını selamladınız, karşıladınız. Ve umumen kabul edilen karar о самоопределении и реализации крымско-татарского народа права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Elbet bu karar etrafında çok münakaşalar oldu. Lakin bu karar insanlarga, delegatlarga, kelgen insanlarga, musafirlerge büyük ruh berdi. Köterildi adamlar el çırpmalarla ayak üstüne durup alışladılar, karşıladılar. Sizin duygularınız, sizin bu kararla bağlı sizin fikirler. Sağ olunuz Şevket Bey. Aytıp geçtiniz. 97 yıl sonra 17 senesinden son Kennedy kurultayın sesiyası Bahçısaray'da oldu. Yani yanı tarihimizde birinci kere oldu. Ben çok yıldan beri davet eteydim Bahçısaray'da geçireyik kurultaylarımızın deyip. Allah'a şükür bugün ukun oldu. Ben bütün halkımızın, Kırım Tatarlarını ukundan hayırlayım. Hayırlı olsun. Kunduz delegatlarga ayttım. Hem de bizim teleseyircilerimiz men belesem canlı yayında baktılar bütün gün başından sonuna kadar. Bu şimdi siz aytkan leyhanı proyektini biz rey berip kol tuttunuz, evet. Kol tuttuk, destekledik. Evet. Ve endi o kurultayın kararı dep sayla. En esası bu kararını kabul etmek meselesi, tanımak meselesi etrafında daha çok münakaşalar olur. Lakin en esası bu karar halkara teşkilatlarına, Birleşken Milletler Teşkilatı'na, umumen Avrupa teşkilatlarına, bütün devletlerin yol başçılarına bu karar yollanılacak ve onu resmi tanımak meselesi etrafında da elbette münakaşalar olur. Ben bunun nakadu tercüme etip olamam. Ama Rusça kabul ettik. Evet. Çünkü bu документны. Rusça adı о реализации крымско-татарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму деп adlandırdı ve gerçekten de tarihi bir dokument olup çıkacak dayın koordinemağa, olup çıkan dayın koordinemağa. Çünkü gerçekten de böyle kıyın vaziyette bunu birinci kısmı ebet vaziyet hakkında yazıla.
Askerler kelgeni, Kırımdaki muhit, vaziyet elbet kerginlikle Kırımdaki bağlı. vaziyet çok kergin olğanı kaydetli. Ondan son nege esaslanganımız Organizatsiya Объединенных Наций ve başka teşkilatların kanunlarına ve Халқара эмнiyetке malik olgan tedbirlerini elbette onun айтмас дейм ki hem Birleşken Milletler, hem Sovet Avrupa, ES, OBSE gibi memleketler tanımak borçlular bunu. Güçlü memleketlerin hükümetleri ve parlamentlerini gerçekten tarihi bir şey olacak ve постановляющей части böyle bir iki kısımdan ibaret. Объявить о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму, ve ikincisi поручить Меджлису крымско-татарского народа войти в отношения с международными организациями ООН, Совет Европы, ЕС, ОБСЕ, парламентами и правительствами государств по вопросам обеспечения права крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Demek biz bu dokumenti içinde bir kere de yazmadık. Ukrayna'nın bunda sebepler tutacağımızım. Ya da Rusya mı ya da başka devletlerim. Biz kendi menfaatlarımızın korçalayımız deyip, kendi problemimizin çözeceğimiz deyip. Çünkü 70 yıldan beri bu problema açık dura. Seslendirili, milli hareketimiz hareketler yapa. 25 yıldan beri biz Kırım'da yaşayımız. Avdet olgan son Kırım'da yaşayımız ve meselelerimizin şimdi gece Ukrayna aldığında koyaydık. Enden son bilmeyeyim nasıl olacak vaziyet ama şimdiki zamanda isteyimizim, istemeyimizim, beğenemizim, beğenmeyimizim şimdi Rusya Federasyonu'na kanunları tübünde çalışıp başladı. Endi Kırım. Elbette Объединенные halkara teşkilatlar, OON, ES ve başka halkara teşkilatlarını reaksiyası da aldığımızda da tam sonuna belli değil. Nasıl olacak, nasıl neticeleri olacak. Ama fakt olarak biz şimdi Rusya Federasyonu'nda yaşayımız desem mümkün. Ama bu dokumente bir kere ne Ukrayna ne Rusya yazılmadı. Biz öz menfaatlarımızın korçalap halkara teşkilatlarga müracaat ettik. Bizim meselemizin bakmak gerek ve onu çözmek gerek diye. Ben aytmak isteyeyim ki işte bu kabul edilen vesika etrafında daha çok fikirler yürütülecek. Halkara teşkilatlarının ekspertleri olsun ve başka büyük memleketlerinin elçilikleri olsun. İşte bu endi bizim Kırım Tatar halkı öyle bir seviyeye koterildi ki bu mesele tek Kırım'da değil, Ukrayna'da değil, Rusya'da değil, halkara emniyetke malik oldu. Onun çözülüğü endi memleketler özleri tanımak ve borçlular bizlerle beraber işbirliği yapmaya. Biz en esası bu talaplar etrafında çalışmalarımızın birlikte devam ettirmek. Şimdi bizim halkımızın lideri Mustafa Ağa Cemilov New York'ta buluna ve 2-3 günden son в Совете Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН будет выступать как раз на эту тему. Evet. И мен belesem biz bugün kabul etken karar ona anda çok yardımcı olur, destek olur ve onun çıkışında çok emniyetle bakılır bu teşkilatta. Ben eminim aytmak isteyeyim ki biz de bugün mecliste, kurultayda kabul edilen kararlarda hepsi derç edilecek milli matbuatımızda, bu matbuatta. Onun etrafında da birçok izahatlar olur, insanların teklifleri olur. Lakin bununla beraber daha bir karar kabul edilgende bu kararının leyhası delegatlarına tarqatıldı. Bu da bizim Kırım Tatar adımızla bağlı. Yani bazı yerlerde Kırımlı deyimiz, bazı yerde Kırım Tatarı deyimiz, bazı yerde Tatar kelimesi kullanılan, bazı yerde Kırımçı deyimiz. İşte bunun etrafında da bir sıra münakaşalar olup geçti. İşte hem alemler, çıkışta olunganlar, hem delegatlar işte bu kararını ne üçündür sonuna kadar desteklemediler. Bizler gene Kırım Tatarı olarak işte faaliyetimizin devam ettireceğimiz. İşte belki siyasi muhit öyle kelgendir. Belki sonuna kadar da bu delegatlar bunun emniyetine de kıymet kesmediler, anlamadılar. Lakin ileride ben eminim bizler bu adımızla bağlı
meselege elbette kaytacağımız. Bu mesele açık kaldı. Men belesem bu meselenin üstünde daha bayağı çalışmak gerek. Böyle apansızdan da dugulu. Birkaç yıl evvel kurultayda bakılgan edi ama onun üstünde böyle devamlı çalışılmadı. Nasıl kıyın vaziyetke düşsek, son birkaç tane bizim insanlarımız, bizim kurultay delegatlarının arasından çıkalar, diler adımızın değiştireyik. Ama o adımızın değiştirmek şimdiki vaziyette men belesem haflı bir şey. Çünkü bütün dünya bizim tani Kırım Tatarları deyip son joylayacaklar. Kim ekin bu Kırımlılar, kim ekin bu Kırım Tatarlar, kayda gitti Kırım Tatarların için yok oldular arenadan degen şeyler olmasın deyip çoksa delegatlar rey vermege hazır dugüller. Bekim adını değiştirmege hazırdırlar böyle umumi bakkanda. Ama konferensiyalar yapmak gerek, ilim tarafından öğrenmek gerek bu meseleni çukurca ve kence. Etrafılca terenci degen. Ben aytmak isteyeyim ki bu hem ilim adamlarını, hem trişlaslarının faaliyetini, belki bana siz aytkanınız gibi halkari emetke malik olgan konferensiyalar ötkürmek gerek. Bunun beraber ilim adamları konuşup böyle bir tekliflerini muzakere etmek gerekler. Ve bu teklifler esasında elbette biz ileride de belki öyle bir vaziyet geliyor. Kurultayının da nöbetten dış sessiyaları da ötkürülecek. Belki bir haftadan sonra 10 günden sonra toplanırız. Bir-iki konferensiya geçirip hazır olganımızın duysak, mahsus toplanırıq da ilan eterek. Biz adımızın endi Kırım Tatarı degilmiz, Kırımlımız dep ilan eterek. Ama şimdiki kergen, kıyın vaziyette başka problemalar boynumuzda yani başımızın üstünde turganda bu problemanı da kotermege haflıca dep şahsi men onun için rey bermedim bugün. Ben aytmak isteyeyim ki bugün kurultayda elbet daha bir mesele muzakere edildi. Bu muzakere edilgen meselelerin içerisinde al-hazırda Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar halkının kurultayı, ilerideki al-barılacak hakimiyetle, yani Kırım hakimiyetle, Rusya yolbaşçılarının nasıl münasebette olmak gerek? Bizler bu hakimiyetke kirmek gerekmiz mi, yok mu? Biz bu hakimiyette çalışacakmız mı, yok mu? Bizim ilerideki çalışmalarımız nasıl şekilde olmak gerek gibi teklifler o getirildi. Bunların etrafında elbette çoktan çok vatandaşlarımız, ben aytmak isteyeyim ki dört gibi insanlar, yani 4 teklif bildirildi. Birincisi yok kesen kes, biz barmamak gerekmiz degen insanlar oldu. Bir teklif daha bağlı oldu. İnsanlar yok, biz tek aşağıdaki basamaklarda, rayon, köy, şura, bu yönelişte çalışmak gerekmiz. Bazıları ayttılar yok, biz bütün faaliyetimizle beraber bütün organlarda o temsilcilerimizin göstermek gerekmiz. Bizler hem sud, mahkeme, bilmem, militsiya xadimleri içerisinde de bizim vatandaşlarımız olmak gerek. İşte bu yönelişte çok insanların iştirakinin tartışmalar oldu. Çok teklifler oldu. Lakin en esası bu meselede halkımız kurultay adından Milli Meclisimizge bu meseleni çözmege, eğer barıp da hakimiyetke kirilecek olsa hakimiyetke kirilecek namzetlerini muzakere edilmege mecliske havale etti. Siz bu meseleye nasıl baktınız? Şevket Bey, siz anda bütün konu oldunuz ve hepsini aytıp berdiniz. Ben bazı bir itirazlar var eden aytmak istegenim bunun etrafında. Men belesem siz onu da aytıp geçtiniz. 4 türlü teklif düşkenini ayttınız. Evet. Kaysını saylaganımızın ayttınız. Meclis çözecek endi bu meseleni ve bu münasebetlerge meclis bu münasebetlerin al barmasına izin aldı bugün kurultaydan ve yarından başlap onun üstünde çalışacağımız. Men belesem şahsi meni fikrimi isteseniz men bugün de hazır edim rey bermege ama rey başka türlü koydular mecliske beriyik dep. Men hazır edim bugün kurultay dan meclis reisini vazife gibi koymaga, kirmege bu strukturalarga. Ve çalışmaga. Halkımızga fayda getirecek olsak, onun menfaatını korçalamak gerekmez. Hem de ne kadar çok hükümet strukturalarında bizde insanlar olsa, bizge kolayca olacak. Bilesin, men şahsi özüm numune olarak, örnek olarak göstermege isteyeyim. Ben hem hükümette çalıştım. Başbakan yardımcısı olup.
Yukarı şurada çalıştım. Reisin muavini olup. Ve şimdi 9 yıldan beri çalışam rayon memuriyetinde. Hem de bilem mülkün özünün fikrinden beraber devlet strukturasında çalışmağa. Ve devlet strukturasında çalışıp da özünün fikrini değiştirmemeye de mülkün. Gerçekten de mülkün, çünkü men sizin aldığınızda oturam, hiçbir vakit milli duygulardan vazgeçmediniz. Vazgeçmedim. Açıktan onu her vakit aytaydım. Hem de gerçek aytsam, ne kadar özünü doğru tutsan, andamında çevirmesen fikrini, o kadar çok hürmet ve saygı hürmet ederler. Evet. Bizim mahsus kurultaydan hazırlagan levhamız var. Lakin o da hazır değil men anlanıma göre. Çünkü rejissörümüz bana bildirmiyor. İşte bu kurultaydan son bizim Milli Meclisimizin reisi mahsus izahatlar bergen edi. Bu izahatlarla beraber belki bizim levhamız hazır olsa, belki onu da dinlemeye hazırmız. Итак, одним из интересных вопросов стала идея создания крымско-татарской территориально-национальной автономии. И мы попросим прокомментировать этот вопрос председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Рифат Абдурахманович. Но это не столько идея, идея это давно. Мы объявили о том, что мы приступаем к политическим правовым процедурам по восстановлению, по созданию автономии в крымско-татарской Крыму. Такое наше решение содержится в принятом Курултаем крымско-татарского народа постановлении, которое называется «О праве крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической территории в Крыму». Мы не только провозгласили то, что мы приступаем к процедуре создания национальной государственности крымско-татарского народа в виде автономии, но мы и поручили Меджлису крымско-татарского народа входить в отношения с международными организациями, с правительствами, парламентами правительств для того, чтобы обеспечить это право, реализацию этого права. Здесь очень широкий может быть набор, в том числе и возможность проведения референдума. Сегодня, по сути, Курултай дал право Меджлису выдвигать крымских татар на должности в крымское правительство. Дебаты шли очень долго. Почему так сложно давался этот момент? Здесь сложность заключается в том, что тот способ, как формировалось это правительство, и те условия, в которых формировалось это правительство, Курултаем крымско-татарского народа не признаются. И вы можете, ну я имею в виду, ваши телезрители могут вспомнить, как это происходило 27-28 февраля этого года. Но в итоге мы решили о том, что есть факты, которые присутствуют, но есть вопросы легальности. И для того, чтобы нам решать проблемы крымско-татарского народа, нам необходимо входить в работу тех органов, от деятельности которых зависит жизнь людей. Хочу вас уверить, и об этом говорилось на Курултае, мы сделаем это максимально таким образом, чтобы это не выглядело как у кого-то желание, скажем так, занять ту или иную должность. Я думаю, что одним из наших таких подходов будет то, что члены Меджлиса не будут занимать должности. И еще один вопрос, это с гражданством. Как обстоят дела? Вот как ваши советы, да, вот крымским татарам получать российское гражданство, паспорта, но при этом оставлять украинские? Правильно? Действительно, здесь тоже было очень длительное обсуждение. Длительное, потому что сама проблема очень сложная. Как я говорил в ходе выступления на Курултае, вообще произошло большое несчастье. Взяли, знаете, такое цельное тело, крымское общество, которое состоит из более чем 2 миллионов людей, и из одного правового поля перенесли его, не спрашивая никого, другое правовое поле. И поэтому сейчас каждый практически человек чувствует очень множество дискомфортных таких ситуаций, связанных с его личным каким-то выбором или выборами, их множество. А те, кто не почувствует, еще не чувствует, они почувствуют это скоро. И один из таких дискомфортов – это смена гражданства, это
это паспортизация. Мы призываем крымских татар не оформлять процедуру выхода из гражданства Украины, но при этом, поскольку по законам государства, которое сегодня присутствует в Крыму, граждане, проживающие в Крыму, через месяц, если они не обратятся с другим предложением о сохранении у себя другого гражданства, они будут паспортизироваться российскими паспортами. Вот в этой части мы еще будем делать рекомендации разным группам крымских татар, потому что это совершенно зависит от индивидуальной ситуации. Ну, скажем так, у кого-то подрастает сын. Он не хочет, чтобы его сын служил в российской армии, потому что боится, что это будут горячие точки. У кого-то есть вопросы предпринимательства, там есть другие какие-то законы. То есть мы будем вырабатывать наши предложения относительно каждой категории населения. Kıymetli teleseyirciler, men sizge aytıp geçkenim gibi, bugün kun devamında ATR televizyon kanalı mahsus reportajlarından beraber olup geçken sessiyani canlı yayında gösterdik. Bizni tek Kırım'da değil, bütün dünyada bizim vatandaşlarımız seyrettiler. Kırım'dan meraklangan insanlar, Kırım'dan beraber onun geleceğini düşüngen, kaygırgan insanlar elbette bu muhitte oldular. Bir nefesten nefes aldık. Kurultay geçti. Kurultay nasıl geçti? Nasıl meseleler müzakere edildi? Bu hafta bizim mahsus hazırlagan levhamız Arzu Mehmetova hazırladı. Buyurunuz bakayık. Впервые Курултай начался с исполнения только крымско-татарского гимна. Кроме 225 зарегистрированных делегатов, в зале присутствуют и представители России. Президент Татарстана Рустам Минниханов и делегация российских мусульман. Курултай традиционно начался с молитвы и выступления муфтия мусульман Крыма. В своем выступлении хаджи Эмир Али Аблаев напомнил об аннексии Крыма 1783 года и подчеркнул, что при любых обстоятельствах крымские татары должны оставаться на родине. В повестке дня один вопрос – общественно-политическая ситуация Крыма. Вступительное слово лидера Меджлиса на русском языке в связи с вниманием к Курултаю со стороны российских СМИ. Озвучив позиции Меджлиса еще с начала крымского кризиса, Рифат Чубаров представил проект постановления о создании территориальной крымско-татарской автономии. Совершенно очевидно, что дальнейшее рассмотрение крымской ситуации и поиск эффективных путей ее разрешения вышли на тот уровень, где основную роль будут играть стороны, вовлеченные в конфликт, и международные организации, прежде всего ООН, имеющие соответствующие мандаты. Однако бесспорно и то, что в ходе этих усилий и поисков уже никому, ни одной стороне не должно быть позволительно переступить через неотъемлемое и естественное право крымско-татарского народа, право самому определять свою судьбу, свое будущее на своей исторической территории в Крыму. Муфти мусульман России Равиль Гайнуддин в своем выступлении говорил о тесной связи крымских и казанских татар. Считает, что идея национальной автономии будет поддержана в России. Но крымско-татарской национальной автономии создать это очень легко. Это абсолютно никаких трудностей, я думаю, не представляет. Поэтому сегодня на Курултае крымско-татарский народ думает о своем будущем. И это правильно. Президент Татарстана Рустам Минниханов, который за последние 2 недели уже 3-й раз прилетает в Крым, видит автономию в составе России. Минниханов взялся быть посредником между крымскими татарами и президентом России и пообещал устроить встречу Рифата Чубарова с Владимиром Путиным. Совсем недавно у меня состоялся разговор с президентом нашей страны Владимиром Путиным, и у меня будет встреча. Поэтому мне очень важно, я ему сказал, что я приглашен на Курултай. Он очень внимательно попросил меня выслушать ваши требования, ваше видение вашего будущего. И, конечно же, вот, исходя из тех позиций, которые будут сегодня обсуждаться, я готов выступить неким таким связующим звеном. После своего выступления Рустам Минниханов не нашел времени общаться с прессой и поспешил ехать в сопровождении первого вице-премьера в правительстве Аксенова Рустама Тимиргалиева. Мнения делегатов по поводу проекта национальной территориальной автономии разделились. Некоторые видели в этом документе спасение и шанс на создание собственного государства. Другие рассматривали как предательство. Тем не менее, проект восстановления о праве крымских татар на национальное самоопределение на территории Крыма был принят большинством голосов.
В кулуарах поговаривали, что экс-глава Меджлиса нардеп Мустафа Джемилев, который 31 марта должен выступить на Совбезе ООН и который в Брюсселе объявил о намерении крымских татар провести собственный референдум, просил Меджлис провести Курултай уже после его возвращения по итогам переговоров за границей. В принятом Курултае документом не уточняется, в составе какого государства предполагается создать крымско-татарскую автономию. По мнению Рифата Чубарова, первым на принятый проект должно отреагировать руководство Украины. Вот этот документ, который мы обсуждаем, он не является признанием аннексии Крыма России и не является признанием утраты Украины этого полуострова. Кроме принятого документа, на Курултае предлагалось поменять название нации. Крымские татары, по задумке автора проекта Али Узенбаша, должны были отныне называться крымцами. Автор объяснил такую инициативу тем, что крымских татар в новых условиях будут путать с казанскими, и крымско-татарский народ потеряет свою идентичность. Однако этот проект, который и ранее поднимался среди крымских татар, не поддержали и решили рассмотреть позже. Еще одной важной темой обсуждения стала тема гражданства и получения паспортов. Однако на этот вопрос наиболее волнующий крымчан в последнее время так и не нашли конкретного ответа, получать или нет российский паспорт. Подробные рекомендации Меджлис вызвался подготовить в ближайшее время. При этом Рифат Чубаров призвал пока не отказываться от украинского гражданства. Последней темой обсуждения Курултая стала возможность сотрудничества крымских татар с новой властью. Этот вопрос вызвал дискуссии не на один час. Знаковым было выступление бизнесмена и мецената, владельца телеканала АТР Ленура Ислямова. Как известно, телеканал АТР с самого начала крымской ситуации показывал всему миру реальную картину происходящего на полуострове. По этой причине сейчас телеканал и многие компании холдинга испытывают трудности. Ленур Ислямов призвал делегатов сотрудничать с представителями крымской власти. Я патриот крымско-татарского народа. Если скажете мне сейчас, иди в правительство, стань вице-премьером, там какая должность есть сейчас самая высшая, я встану и сделаю так, чтобы вы все завтра были чем-то защищены. Скажете, не надо завтра там работать, я уйду. Диссидентами весь народ быть не может. Может один быть человек, бедный человек. У нас есть национальные интересы, АТР это одно из наших интересов, наше достояние. После обсуждения Курултай поручил Меджлису в ближайшее время выбрать представителей, которые будут вести диалог с властями Крыма и войдут в руководящие структуры. Кыйметлі телесейірждер, işte bu nokta hakkında aytar ekenimiz Kurultayda gerçekten de kergin bir vaziyet hüküm sürdü. Vatandaşlarımız çeşit fikirde oldular. Onların fikirlerini men hatta izatlamağa kimsege hakkım yok. Olar elbette hakları var. Делегаттарының ve musafirlerinin hepsi çıkışta bulunmağa, öz fikirlerini izatlamağa imkanları oldu. Öz düşüncelerini paylaştılar. İnsanlar da tek öz menfaati üçün değil, vatan üçün kaygıralar. Çünkü milletimiz öz hak hukuku üçün sonki 70 yıl devamında hareketli bulundular. Kırım Tatar Milli Hareketi elbette bizim fedakar insanlarımızını, evlatlarımızını, kadın ve kızlarımızını, ana ve babalarımızını yetiştirdiler. Onlar hali bir günge kadar bu mücadelede, bu kureşte bulundular. Onlar öz haklarını talep etmege ve gerekli seviyede onu seslendirmege elbette onlara hukuk verilmedi. Değişik yıllar, çok uzak yıllar devamında hapishanelerden geçken insanlar bununla beraber hem hakimiyetke hem halkara teşkilatlarga müracaat etken insanlar elbette onların sayısı var. Ben aytmak isteyeyim ki bununla beraber Kırım Tatar Milli Meclisi Kurultayı tarafından seslendirgen bütün vesikalar elbette büyük emniyetke maliktir. Bu hakta hem halkara teşkilatlar hem de dünya birliği özünün sesini bildirdi, seslendi. Çünkü Kırım Tatar halkı, Kırım Tatar kelimesi yanı bir basamakka ko'tarildi. Bunun etrafında ne yapabilemiz biz acaba? Biz nasıl yollarla ketebilemiz? Bizim takdirimizni kim çözebilir? Ukrayna mı? Rusya mı? İşte bu gibi fikirlerini seslendirirkenimiz en asası şunu aytmak isteyeyim. Bugün Kurultayda bunun etrafında çok münakaşalar oldu. Onların içerisinde sözge çıkan bizim kanalımızın tesisçisi Lenur Bey İslamov çok heyecanlı konuştu. Onun konuşması elbette bütün delegatlarını seslendirdi. Hatta onun çıkışı adamlarının daha ziyade heyecan içinde kalmakla beraber çok alkışlarını kazandı. Bizler bu çıkışını belli bir ayrı kısımlarını değil,
бұл чықшыны esas қысымны сіздерге бермей істейміз. Сіздерге тағдым етмей істейміз. Келіңіз, өзіңіз қимет кесейік. Мен істемедім çok laf etmege de ama da dinlep çoğlarınızın bunda, конечно, çıkaran şaştım. Bunda bir политический bir мероприятие yapasınız. Политический лозунгlar, там, слава, bilmem bir şey, başka. Bu pek güzel. Buna ATR телеканал, buna oturamın da şınçık buna. Müdürlerimiz hepsimiz. ATR birinci front обороны turgan edi. Doğru mu? Birinci udar biz aldık özümüzge. Sağ olsun buna cemaatimiz, aşatıysınız her gün, akşamına para joyası tapıp alıp gelirsiniz, aylık ki bu balalarga çok sağ olunuz. Ama da bir hükümet yapacak olsak, bu olmaz. Böyle olmaz. Bu da политический bir parlament yapacak olsak da, bir selimiz var balaban. Hükümet, Kırım Tatar hükümet olacak. Naman Çilbicikan'ı pечать mende, kolumda. Ben onu satıp aldım adamlardan mında. Benim kolumda tura. Ama da bu güzel bir şeyler hepsiler. Ama da bunun çalışma olmaz. ATR лицензиясы var. Meclis, признание Meclisa как крымско-татарского органа власти var. Muftiyatımız var. Onun muftiyatında kotermek gerek. Camilerimiz, bir şey susu var, svet var, bir şey yok. Bir dokument bana abdaldaşın 40 tane yanımına haberler уже açıldı. Kartlar oleler. Koreler bu bizde buna vaziyetimiz, oleler kartlarımız. Ben bilesem bu şaşılacak bir şey şınçık. Biz şınçık çalışmasak, bu hükümetten de biz onu priznavat yapmayacağımız böyle bir yaxşı bu. Parlamentke çıkacak olsanız bu güzel bir sözler. Ama da halka şınçık aytsanız evge, o'zingiz apaylarınızga ne dersiniz? Biz çıktık, laf ettik, biz böyle hükümet kuracağımız. Bu güzel. Rivadaga şınçık kaldıysınız bu işlerini. Onun vaziyetini gördünüz mü şınçık varıp, gastinice'de otura. Ahranikanda tura, buna meclis sayesinde 4-5 tane yanında çalışa, kalganlarınız yok. Da sigaret çekeye paçkalar, bunen bağlana. Meni ofisim Moskvada böyle bir rov açtılarında. Biz uğraşamız şınçık. Birinci front biz. Olmasa aytınız böyle. Linur deniz, sen olacaksın deniz. Başkalar da kim şınçık frontta turgan jurnalistler, başkalar bir padudarım olacaksınız. Çoklar da olacak. Yaxşı böyle deseniz, olarıq. Ama da это не конструктивный подход дегендайын olsalar. Казанский татарларын, bir şey казанцы deysiniz, başka deysiniz. Мустафағаны поездкасы Москвағаны, мына прямой вам текстом говорю. Я не принимал участие в поездке Мустафаға. Рифадаға, я в Симферополе был, хор Антонин Берабер, потому что Москвада да шынчык мен олмақ чаре жоқ. Да қадар охранамаға керек, чтобы менің балаларым бақсынлар анда. Чаре жоқ, бұл үкімет, бұл балабан. Российская империя деген үкімет. Мында білесіңіз недер ол. Шынчык біз шутки и прибаутки дегел. Я не хочу, вы все понимаете, о чем я сейчас говорю. Я российский гражданин уже лет 20, 19 лет. По поводу паспортов вы еще думаете, а у меня другого паспорта нет. Все, что у меня есть и в России, и в Крыму, у вас на виду. Bin danemizde Kırım Tatar adamlar çalışıyor Sim-City'de. Onun хоранталары var, 4 tane, 5 tane balası var. Это 5 tane, 6 bin adamlar. Ben onlara geleceğim dedim, kapatınız, Sim-City kapatacağımız. Bu kadar предприятиялар çok. Просто я на самом tepede çıktım bekim. Böyle kadar mağa okşagan adamlar az. Ama da çok gerek bizge yapmak böyle adamların. Kazanski ne için geldiler bunda? Biz onlara 100 yıl gerek degelik. Onlarda özlerde respublikası var. РБШ'si var onlarda. Onların yolladılar bizge, потому что bizim anlamalar anda Moskvada. Кто такие эти крымские татары? Bizim Kazan tatarlardan da anlamalar çokları. Чего вы за это 18 мая держитесь, дилер? Чего вам вы живите, дилер? Они не понимают нашу настройку внутреннюю. Они не понимают, потому что у нас есть вот этот надлом, это вот фишка наша, потому что мы не признаны, у нас нет реабилитации. Нет. И они не понимают, яшаханлар более, у них нет надлома в истории. Мы должны это пройти, нас должны реабилитировать. Можно, конечно, когда не балабан от Урушханда, и фачық бір içki arasında оле. Можно, конечно, өлмеге. Ama da şimdi bizde böyle uğraş yapacak olsak, 10-15 tane biz sağlam bir balacıklarımız ölse, мы опять на 20 лет откатимся назад, на 30 лет откатимся назад. Çoğları kiteler şimdi bundan. Buna ben kanda gideceğim ben. Türkiye'ye, belki beni çare olur Türkiye'ye ketkeni. Buna kaytarmanı al gittik biz Türkiye'ye.
Kaytarmanı icra etkende men belledim. Hükümet bizde böyle olacak deb belledim ama da Türklerinin beraber bir bağlaşılık şınçık böyle yaparıq. Baktılar kaytarmanı bizden beraber. Bir yaş düşmedi bir kimseni. Olar Tatarlar bizge okşagan. Ha nechun düşmey? Потому что ular kitkeler sürgünlükten aldın kitkenler babaları, karbabaları al kitken ediler. Ular beylerden ediler. Men 2 ay evvesi olganda özümge ayttım. Вот нас böyle beyler edi. Ular kıyın vaxtıda özünü hükümetini taşladılar. Az kaldı mında halklar. O halk az olganda uruşa bolamadılar. Mına onun için özümün xorantanımında alıp geldim. Потому что sizler mi de barsınız? Gerek olsa turguzları hepsinizi. Ha başka çare yok. Moskvada kalmak çare yok. Onun için şınçık. Rifat Ağaға şınçık kaldırmanız bana. Вот я meni tanımagan adam olmagandır mında şınçık. Я патриот крымско-татарского народа. Если скажете мне сейчас, иди в правительство, стань вице-премьером, там какая должность есть сейчас самая высшая, я встану и сделаю так, чтобы вы все завтра были чем-то защищены. Скажете, не надо завтра там работать, я уйду. Диссидентами весь народ быть не может. Может один быть человек, бедный человек. У нас есть национальные интересы, АТР это одно из наших интересов. Наше достояние. Мы его сделали, так получилось, что он стал за 21 день стал лучшим телеканалом мира, потому что все смотрели этот телеканал. Поэтому мы все стали самыми влиятельными фактически людьми в течение 21 дня. Поэтому я сейчас свою кандидатуру, я не член делегата и Курултая, я не член Меджлиса. Я могу работать, могу не работать. Но если вы меня сами, вот сейчас прямо скажете, иди работай, выстрой команду, я могу выстроить команду и это сделать. Там долго находиться я не буду. У меня политических амбиций становиться председателем Меджлиса или лидером каким-то еще. Нет. Задача выжить, сохранить ваши предприятия все, и чтобы мы знали, что у нас эта сторона защищена. Казанский сценарий. Поэтому мы должны сейчас, я считаю, это сделать. Сау у нас. Мяч на вашей стороне. Buyur Rıza Bey ama tamam sağ olunuz. Kıymetli teleseyirciler, siz Lenur Bey İslamov'un çıkışını dinlediniz. Elbette delegatlar ve kurultayda iştirak etken misafirler büyük algışla karşılap aldılar. Elbette heyecanlı çıkış. Elbette kimse umut etmegen çıkış. Lakin inqirazdan, böyle bir kergin vaziyetten çıkıv yollarını göstergen bir çıkış. Men eminim bizler de onun emniyetine daha çok kaytacağımız. Çünkü yarın Kırım Tatar Milli Meclisi'nde bu çıkıştan son daha nasıl teklifler olacak? Hakimiyet ve hükümetle beraber nasıl çalışmalarımız devam edecek? Bizim tekliflerimiz ne derecede kabul edilecek ve bizler nasıl şartlarını belgileyeceğimiz? Belgileyeceğimiz halk menfaatini korçalamak için. Geleceğimizni öz vatanımızda, öz yurtumuzda tiklemek için. İşte bunun için gene de biz birleşmek gerekmiz. Daha ziyade birbirlerimizin duymak gerekmiz. Daha ziyade yakınlaşmak gerekmiz. İşte böyle bir liderlerimiz var iken biz onların kadrine yetmek gerekmiz. Ben şunu da kaydetmek isteyeyim. Son vaktleri bizim vatandaşlarımız arasında ATR televizyon kanalının faaliyetini büyükten büyük destek göstergen, yardım göstergen insanlarga ayrıca teşekkür ve minnettarlıklar bildirmeyi isteyimiz. Bu insanlar koylar olsun, cemaatler olsun, işhaneler olsun, ayrı insanlar olsun bizim ATR televizyon kanalımızga keleler. Öz duygularını paylaşalar. Bizim nöbetteki levhamız böyle insanlar hakkında. Etken iyiliklerini Allah'dan kaytsın. Bir Kur'an'da öyle kıvançman kol tuttular bizim ATR kanalımızga. Allah sağlıklarını versin. Егер де біз бір жұмруқтайын, бір тоқаттайын олсақ, бізіні кімсе енемес. Сізге де бір телегім бар. Сіздің хаберлеріңіз тек iyi хаберлерден башласын ve iyi хаберлерден бітсін. Жители поселка ПГТ «Партизаны» Генического района Херсонской области отозвались на акцию оказания помощи семье Ришата Аметова и оказание помощи АТР. Миллетім, біз өзімізді тілімізді сақлайық, өзімізді дінімізді сақлайық. Патшалар келе кете, ләкен Алла бірдір.
Allah'a ышанacakmız. Allah'ın yatıp duracakmız. Kıymetli teleseyirciler, işte böyle duygular, böyle insanların algışları hepimizge tesir etti. Biz de tesirlendik. Bugün kurultayda da çoktan çok vatandaşlarımız gelip özlerinin emanetlerini verdiler. Kabul ettik. Allah onlardan da, bizge kelgen, yardım etken insanlardan da razı olsunlar. Biz hepinizge çoktan çok minnetdarlığımızı bildirir ekenimiz. Hepinizge, ailelerinizge tinçlik isteyimiz. Birbirlerinizge olgan samimilik oldukça dazede kavileşsin. Böyle duygularla beraber biz sizlerle sağlıklaşamız. Hayırlı geceler olsun. Gelecekte, kuvvançlı günlerde görüşmege cümlemizge kısmet etsin.